19 сентября по всей России пройдет единый день голосования. Состоятся выборы депутатов Государственной Думы и Государственного Совета Чувашской Республики. Проголосовать можно в течение 3 дней – с 17 по 19 сентября. Именно эта тема стала главной на очередной еженедельной планерке в администрации города Чебоксары. На совещании сообщили, что все площадки для голосования будут оборудованы камерами видеонаблюдения и металлодетекторами. Кроме того, будет ограничена парковка у избирательных участков. Безопасность также будут обеспечивать народные дружинники и сотрудники Росгвардии. Принять все необходимые меры, направленные на обеспечение охраны общественного порядка, и создать условия для безопасного голосования с учетом рекомендаций Роспотребнадзора в условиях пандемии. Опыт имеем, вопрос обсудили. Думаю, что проблем серьезных быть не должно при подготовке, а тем более при проведении выборов на территории города. Разумеется, важнейшим условием является соблюдение санитарных норм и всех рекомендаций Роспотребнадзора. Для избирателей подготовлены ставшие уже привычными средства индивидуальной защиты. Это одноразовые маски, перчатки и антисептики для обработки рук. Для каждого предусмотрена своя шариковая ручка. Соблюдение этих условий поможет избежать распространения коронавирусной инфекции. Будет осуществляться постоянная дезинфекция помещений. Также будет соблюдаться социальная дистанция. У избирательных комиссий уже есть опыт проведения голосования прошлого года, которое проходило в условиях пандемии. При входе на избирательные участки организуют термометрию. На совещании напомнили, что те, кто по разным причинам не смогут явиться на избирательный участок в установленные дни, смогут проголосовать дистанционно. Если избиратель или гражданин не может явиться на избирательный участок, у него есть право проголосовать на дому. Такое право он может реализовать через подачу заявления в портал госуслуг, или лично передав, или через помощника в участковую комиссию соответствующее обращение. Данное право он может реализовать с 9 по 19 сентября. 19 сентября такое право можно реализовать до 14 часов. Если избиратель будет находиться за пределами избирательного округа, то есть в командировке или по каким-то личным обстоятельствам в другом регионе, он может со 2 августа по 13 сентября тоже заявить, чтобы реализовать свое право на голосование через портал госуслуги, территориальную избирательную комиссию, через многофункциональный центр или с 8 по 13 сентября обратиться в участковую избирательную комиссию. Это механизм мобильный избирателям. Избирательные участки будут организованы в детских садах, учреждениях культуры и школах. 15 и 16 сентября учреждения образования будут работать в штатном режиме. 17 сентября в пятницу в дошкольных образовательных учреждениях воспитанники будут направлены в другие корпуса либо в другие детские сады по желанию родителей. 17-18 сентября учащиеся школ будут обучаться с применением электронных средств обучения и дистанционных технологий. 16 сентября до обеда будет установлено оборудование в учреждениях образования, и после обеда будет осуществлена приемка избирательных участков. Все избирательные участки будут оснащены многофункциональными средствами, средствами связи и всем необходимым видеонаблюдением. Также одной из важных тем совещания стала работа платных парковок в столице Чувашии. При необходимости автолюбители могут свободно разместить на платной парковке транспортные средства и воспользоваться услугами ближайших учреждений и организаций города Чебоксары. Оплатить парковочную сессию можно на сайте chepparking.ru, в мобильном приложении RuParking или отправив короткое смс-сообщение на номер 7878. Наиболее популярным сервисом по оплате паркинга является мобильное приложение. Для удобства пользователям парковок представлена возможность оплаты парковочной сессии в течение 2 дней – текущего и последующего дня. Автолюбители в текущем году активно приобретают абонементы, которые позволяют парковаться на любой муниципальной платной парковке в период его действия. Напоминаем, что для голосования необходимо взять с собой паспорт. 19 сентября выбираем вместе. Елена Яковлева, Степан Гурьянов. Жизнь столицы.